В бюджете Сухума выделили средства на создание муниципального учреждения «Полигон твердых коммунальных отходов», который будет воплощать столичная администрация. О каком объекте идет речь? Новый ли этот объект или достраивается старый? Мы узнаем у эколога Мурмана Соломка. Также поговорим о том, насколько этот объект может повлиять на состояние окружающей среды в Абхазии. Здравствуйте, Мурман. Здравствуйте. Итак, что имеется в виду вот из этой информации, которую опубликовала администрация города Сухум? Идет речь о преобразовании какого-то полигона, который и есть сейчас в селе Кацикыт, он строится, достраивается и прочее, прочее. Или же это все-таки новый какой-то объект планируется? На этом месте, в селе Кацикыт, будем так говорить, была организована такая самовольная свалка, на месте которой сегодня совершенно новый объект почти построен. Да. Сейчас идут пусконаладочные работы, туда будет вывозиться мусор, бытовые отходы из Сухума, из Сухумского района, Кулрипши из Кулрипского района. Это выделено 36 гектаров земли, обустроено. Там будет разделяться мусор, сортироваться, и бункероваться будут биологические отходы, и также будет место для животных погибших, где их будут там обрабатывать, и далее отдельный участок. Да, отдельный участок. Это бункеры специальные, которые будут обрабатываться. В общем, ждем, не дождемся. Вот в конце месяца обещали, что объект будет сдан. Задержка была из-за очистных сооружений. Они уже здесь, и проводятся пусконаладочные работы. Это разгрузит ту свалку, куда мы вынуждены были ввозить в Гальский район. Гальский район, еще в новом районе что-то. И в новом районе просто складируются бытовые отходы. Часть из них уже вывезена. И как только завершатся пусконаладочные работы, СМИ об этом, конечно же, узнают. Будет приемка завода по этой площадке, будем так говорить, ни о каком сжигании мусора на месте речи не идет. Там будет сортироваться и складироваться мусор. В дальнейшем мусор будет перерабатывывать. Так, еще раз, где это будет находиться? Это Кулрипский район, село Кацикыт. Да. То, что сейчас уже, вы говорите, заканчивается, только вот эти очистные, да, или как они называются? Пусконаладочные работы всего комплекса. Да, была задержка из-за очередных... Вот в ожидании находились очистных сооружений. Да. Сейчас идет пусконаладочные работы. В конце месяца площадка будет полностью готова к приему твердых бытовых отходов. Что представляют собой вот эти очистные сооружения? Как они работают? Я понял вопрос. Очистные сооружения – это все то, что будет накапливаться, жидкий сток, будет проходить через эти очистные сооружения. Это большая площадка, осадки, которые будут накапливаться там, да и мусор, вывезенный с избыточным влагой, также будет стекать вот через эти очистные сооружения, очищаться, и дальше будут безвредный выброс их. То есть то, что сортировка, да, то, что вы сейчас говорили, это идет за счет этих очистных или там отдельная операция? Сортировка – это некая площадка, где стоят механизмы, будут рабочие, будет своя администрация. Вот сейчас администрация Сухума работает над тем, как создать это муниципальное такое вот производственное, где люди будут работать, смотреть. В общем, это будет небольшой такой производственный цех, где будут принимать мусор, сортировать его и складировать. То есть вот это муниципальное учреждение, полигон твердых коммунальных отходов, это как бы некая администрация вот на этом полигоне, которая будет работать, находиться, регулировать весь этот процесс.
Хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот с точки зрения экологии, насколько этот проект, насколько вот этот полигон, который, как вы говорите, скоро совсем уже должен заработать. В конце месяца, да, обещают. Понятно. Вот, насколько он соответствует всем, скажем так, ну если не всем, то каким-то главным международным стандартам, да, и вообще стандартам того, и как это наличие вот такого объекта будет влиять на окружающую среду? Первое, что твердые бытовые отходы будут уже организованно вывозиться на специальную площадку, которые не будут разбросаны, где попало, будут сортироваться и упаковываться. В дальнейшем это можно будет легко использовать для тех предприятий, которые, допустим, перерабатывают пластик, бумагу, железо, бетон. А биологические отходы превратятся в дальнейшем, может быть, и в удобрения. Ну, как вы его оцениваете все-таки? По тем возможностям, по которым у нас есть, это один такой выход и один шаг к чистоте, будем так говорить. Но мы далеки, конечно, от совершенства. В мире уже приняты совсем другие технологические процессы по поводу управления твердыми бытовыми отходами. Впереди всех это, как всегда, Япония. В Европе это Швейцария и Дания. Они уже принимают из соседних регионов бытовой мусор. Они из него извлекают энергию. Тепловую и электроэнергию. Это дорогостоящие, конечно, проекты, но к этому идут все. Ну, когда мы говорили с вами немного заранее, вы сказали, что если это такой объект, то он как бы очень дорогой, что он один из лучших в мире считается. Это просто... Это идет речь о сжигании мусора, о сжигающих заводов. Это... Но вот Эшба говорил о том, что возможно... Мы к этому, как бы это в мечтах наших, это дорогостоящие проекты, это будет необходимо строить. Когда это уже дело времени и как это произойдет, все же мы позиционируем себя как курортный регион. Такие заводы строят сейчас вокруг города Москвы и Московской области. Их, по-моему, 5 или 6 заводов. Они отлично справляются. Закрыты огромные мусоросвалки, мы так называли в народе, мусоросвалки закрыты. А каким образом там процесс утилизации проходит? Объяснить его вот так вот словами, это сложный технологический процесс. Мы просто представляем, как огромная Москва и 5 таких заводов. Да, там... туда проходит весь мусор, разделяется. То, что можно сжечь, сжигается, идет вторичная переработка, а то, что сжигается, выделяет огромную энергию, которая переводится в электричество или в теплоэнергию. Вот такой процесс. Минимальные выбросы, абсолютно минимальные выбросы. Зачем это сложно? Почему это такая сложная технология? Поскольку фильтра, которые установлены на этих заводах, иногда бывают дороже самих заводов. Но без этого он не будет как бы таким социальным объектом, который бы исправлял ситуацию с экологией в таких огромных городах, как Москва. Ну, а что все-таки вы думаете? Может быть, некорректный вопрос. Имел в виду Беслан Эшба, глава администрации Сухума, когда говорил о том, что в перспективе мы будем, возможно, придется строить вот эти мусоросжигающие заводы. Имелось в виду что? Имелось в виду, что нам доступно в перспективе нам как бы возможно станет доступно вот такой именно завод такая построить. Технология, да? Сегодня есть технологии, где можно построить завод поменьше, побольше, средней мощности или маленькой мощности. Вот эти все расчеты как бы уже можно производить, и, возможно, у нас такой завод в перспективе появится. Это один из таких выходов, потому что сегодня в Европе вот датский завод или, допустим, завод, который в Швейцарии находится,
это абсолютно не слышно и не видно этого завода. Что там происходит? Там вырабатывается электроэнергия, подается, а вокруг этого завода парк разбитый, где граждане отдыхают спокойно и даже не подозревают, что под ними какой-то завод. В Финляндии такая ситуация. В Финляндии... То есть это даже подземный объект? Это подземный завод. В Финляндии это северный регион такой, да, они тепло из него извлекают. Угу. Вот такой завод... Это в перспективе люди сегодня знают из интернета, читают, и как бы в перспективе возможно такой завод. Скажите, а вот на наши нужды одного такого объекта хватило бы? Это Я просто сейчас спрашиваю, конечно, да, может, очередь... Но есть к чему стремиться, как всегда это нужно делать. Дело все в том, что вот эта площадка в 36 гектаров должна удовлетворить в этой области нужды города Сухумского района, Гульрипского района, Гульрипша, да, А вы как думаете? А таких площадок нам нужно как минимум еще 2 поставить. Это в Восточной Абхазии и в Западной Абхазии, поскольку Гудаута, Гагра у нас интенсивно используется в курортной области, поэтому и, разумеется, там твердых бытовых отходов больше. Но сегодня нужно было решать вопрос со столицей Абхазии, и вот такое решение было принято. Посмотрим, как сработает эта площадка. А что специалисты думают, достаточно ли его для Сухума, Гульрипша, районов Сухумского, Гульрипского? Вот Потому что это самые густонаселенные, вот эта площадка сказать, да? на сегодняшний день достаточно. Она сделана с расчетом на увеличение. Ну, вот, кстати, вот опять-таки Эшба говорил о том, что мы не можем позволить себе постоянно утилизировать мусор путем захоронения, да? Да. Вот этот момент тоже как-то, когда думаешь об этом, очень прям больно, да? Вот эта почва, это... Совершенно правильно отметил глава администрации Сухума, совершенно правильно было отмечено, у нас нет дешевых или каких-то заброшенных земель. Все наши земли – это дорогие земли прибрежные или горные, или какие-то ущелья. Это все уникальные природные объекты, которые нужно использовать совсем в другой области. В области сельского хозяйства, туризма, просто отдыха. Они не должны быть так вот разбросаны для того, чтобы туда... Да, вот сейчас как раз у меня мысль возникла, я думаю, вот вас как эколога, если спросить, вы размышляли, возможно, тоже об этом. У нас же давно эта практика захоронения и так далее, и так далее. Вот все-таки уже отмечают ли экологи какое-то влияние вот этого фактора на состояние земли, экологии, почвы, да? Вот, может быть, недаром, кстати, говорят, то одно не уродилось, то другое, не как раньше, да? Но часто так говорят, когда говорят об урожае там и прочее. Вот что вы сказали по этому поводу? От глобального климата никуда не делись, мы не огорожены от всего мира, поэтому эти процессы... Тот бытовой мусор, он занимает просто наши земли. У нас нет лучших или худших земель. Эти все земли все лучшие. Какие-то земли, сельхознаправления, какие-то земли... Я спрашиваю, как вот то, что конечно, уже какое-то время идет таким образом утилизация. На бывшей Сухумской свалке маяка экологи были взяты пробы из рек вокруг маяка. Слава богу, пока туда ничего не попало. Тяжелых металлов, допустим, там отравляющих каких-то, и все. Вы знаете, на Маяковском озере люди ловят рыбу. Вот периодически мы проверяем эту воду, там нет пока такого вот какого-то нам загрязнения. Говорили тоже специалисты, не влияет, но это дело времени. На берегу моря, да. Это дело времени. Полиэтилен у нас разлагается в земле до 200 лет, другие какие-то материалы меньше, еще меньше. Стекло, оно вообще не влияет ни на что. То есть от этого надо уходить? От этого нужно уходить. Все это в развитых странах используется для человека в виде электроэнергии, в виде тепла. К этому нужно приходить. Ну, понятно, пока сейчас только
администрации выделены деньги только на создание администрации, на создание, видимо, какого-то там персонала, который будет там находиться и так далее, и так далее. Что, может быть, у вас есть какая-то информация по поводу того, когда начнется реализация непосредственно вот этого вот момента, который особо ценен сейчас вот в этом полигоне? Сегодня я интересовался, в конце месяца обещали запустить эту площадку по приему. Со всеми теми добавками, со всеми необходимыми механизмами и прочее, прочее. Да. В конце месяца площадка начнет принимать бытовые отходы из Гулрипша и Сухума. Ну, интересно, вот была там речь как раз об очистных сооружениях. Меня очень интересует вот этот вопрос по поводу стоков в море воды. Понятно, большая проблема и так далее, и так далее. Чистая вода, что попадала в море. Именно с этой площадки? Не обязательно, нет. Вообще, в принципе, вот у нас буквально там минутка, может быть, вы сказали бы... Знаете, наши почвы до того, как говорится, обустроены своей фильтрацией, что в наши... И еще отдаленность от каких-то водных объектов, те же свалки, да, вот большие, нам дают пока возможность считать наше море чистым, и не попадают туда какие-то загрязняющие вещества. То есть пока... Но это до поры до времени. Тоже до поры до времени. Все эти площадки, которые выброшены по всей республике, это самовольные какие-то. А сколько самовольных? Это все нужно приводить в порядок, и это... А вот, кстати, наши экологи вот видят какое-то место, допустим, где несанкционированная свалка, где-то больше, где-то меньше. Это как-то вот вы учитываете, да? Мы работаем с главами администрации обязательно, и они заинтересованы, чтобы у них в селах, населенных пунктах была чистота. Спасибо вам большое за вашу работу, за ваше интервью. Я напомню, что о проекте полигона твердых коммунальных отходов по сортировке и захоронению мусора, твердых бытовых отходов мы говорили с экологом, замглавы Госкомитета по экологии Мурманом Соломко. Благодарю. Всего доброго.